Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй меня, прости грешение мое, вольное и невольное, словно же дело, же время не есть. Но меня осужденно причаститься святых причитаний Господи, стариком мой, в день вечный, здравия души и тела моего. Аминь. С нами тем и крови Господа Бога. Спаса нашего Иисуса Христа причащаются, раб Божий Андрей, в жизни вечную, здравия души и тела. С нами тем и крови Господа Бога. Спаса нашего Иисуса Христа причащаются. Аминь. Господу помолим сердцем си, Христос воскресе! Воистину воскресе! Сердцем си, Христос воскресе! Воистину воскресе! Во время Он и нас ученицы, и дошли в горы, Боже, повелеем Иисус, и видевши Его, поклонившись Ему, и же сумневшись, и приступили с священием глаголя, надеемся и всякого вас невести на земле, шедшего чудеса, язык крестящих, во имя Отца и Сына и Святого Духа, учащим Христуся, и лика заповедах вам, и ся с вами есть во все дни, до скончания века. Аминь. Господу помолим сердцем си, Христос воскресе! Воистину воскресе! Господу помолимся, сердцем си, Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшняя неделя называется в церкви неделя расслаблена, потому что в эту неделю считается Евангелие о том, как Господь исцелил расслабленного многие годы, лежащих в притворе общей купели, в которой по церковному преданию каждое лето возмущалась вода схождением ангела, и тот, кто первый входил в эту воду, тот приобретал полное исцеление всех недугов, которыми только он не болел. И вот Господь приходит к этой купели и видит человека, который уже множество лет лежит здесь и не имеет исцеления, потому что никто его в эту купель не полагает, а сам он не может по своему недугу, а расслабленность это паралич по-нашему практически. То есть человек, который не может сам не ходить, не двигаться, а сам он по своему недугу не может в эту купель войти. И Господь без всякой купели исцеляет этого человека. Исцеляет этого человека в день субботний, и что опять дает нарекание всегда ходящим за ним фарисеям и иудейским старшинам, которые хотят уловить его в слове, уловить его в действии каком-то, дабы обвинить его, потому что не приемлют его учение, потому что его учение отнимает у них власть, его учение отнимает у них то, к чему они привыкли, его учение заставляет их относиться к той вере, к отцов, которые не получили серьезно, трепетно, постоянно размышляя о ней, не просто перебирая словеса Священного Писания, но сердце все полагая к пониманию этих словес. Почему и Господь приходит сегодня к этому расслабленному и говорит: все здрав, кому не согрешай, чтобы тебе не было чего худшего. Потому что очень часто, когда человек приемлет Господнюю милость, мы принимаем Господнюю милость постоянно, потому что на самом деле без Божьей милости мы даже не существовали. Так вот, каждый раз принимая Господнюю милость, будь то исцеление, будь то облегчение какой-то скорби, будь то решение какой-то нашей проблемы, мы очень часто, к сожалению, не обращаем свое сердце к Богу, принимаем это как должное, не благодаря своего Создателя. А самое главное, что в каком благодарении нас ждет Бог, не благодарение словес, не благодаря какого-то приношения, Господь от нас ждет того, чтобы мы обратили свое сердце к Его закону, к Его евангельским заповедям, к Его образу
того действия человеческого, которое Он сам показал в своей жизни, и чтобы мы жили так, как Он заповедует нам. И вот сегодня Господь дает нам в Священном Писании, в церковном календаре нашем два примера от евангельской жизни. Мы читаем сегодня о праведной Таифе, которую воскрешает апостол Петр, и мы слышим сегодня празднуем особо день святителя Николая, архиепископа Мелития Чудотворца. Чем прославлены были оба этих человека? И святитель Николай, и святая праведная Таифа, они были прославлены тем, что творили милость ближним своим. И до сих пор творят. Особенно святитель Николай. Мы все знаем, что это любимый святой. Почему? Потому что он скоро откликается на всякую человеческую просьбу, каждому из нас предстоит с послушанием о наших делах, о наших проблемах, о наших немощах. И если бы столько чудес не творил самым разным людям, православным и неправославным, праведным и грешным, действительно не было бы такой славы, такой любви к Нему во всем человечестве. Действительно, потому что даже люди, которые не знают христианства, почитают святителя Николая. Потому что, еще раз говорю, а почему почитают? Сами не понимают, а мы, христиане, должны понимать. Почитаем мы потому, что в нем наиболее полно, как в одном из наиболее наиболее великих святых, наиболее полно отразился образ Христов, потому что жизнь святителя Николая – это жизнь полностью евангельская, жизнь полностью посвященная Богу, и служение ближнему у него тоже проходит через любовь к Богу. Он возлюбил Бога своего, как Господь сказал, всем сердцем, всей крепостью, всем помышлением. Поэтому ближних своих он возлюбил до конца, как сам Господь. Господь до конца возлюбил нас, и этим знаком этого явился крест Его. А славой этого креста явилось воскресение. Святитель Николай тоже многократно, мы знаем, с риском для жизни предстоял за невинных, за осужденных, за тех, кому требовалась помощь. И до сих пор предстоит, хотя уже будучи, говорится, в Царстве Небесном, хотя будучи уже воином Христа совершенным полностью, уже не имеет никакой опасности. Но когда он был в телесе, когда он пребывал среди нас, ходил, святитель Николай, он еще раз тогда, возлюбив Христа полностью, возлюбил ближних во всей полноте, и потом предстоял за них, не гнушаясь ничем, не гнушаясь никаким трудом, не гнушаясь никакой опасностью. Вот, поэтому мы так его любим, поэтому так к нему обращаемся, поэтому воздвигаются, многочисленные храмы воздвигаются на Руси. В том числе тот храм, в котором мы сейчас стоим. Вот. И поэтому будем сегодня особо молиться, дабы Господь нам дал ту же мудрость, что дал святитель Николай, вел нас по тому же направлению, по тому же пути. Конечно, каждый свою мощь, потому что не у всех возможна такая сила сердечная у нас, такая сила разума, такая сила делания, как святитель, который с юности своей, с детства своего посвятил себя Богу. Но мы должны двигаться все равно в том же направлении. Направление у всех одно, это Царство Небесное. И дела у нас одни и те же. Это послушание Богу, благоговение перед Богом, молитва, дела милосердия, дела служения ближнему, непрестанное служение ближнему. Не по своему разуму, не потому, как нам хотелось. У нас, к сожалению, такое встречается у людей. Мы любим добро делать, чтобы кто-то за нас сделал добро, а нам слава. Нет. Самоотверженное служение. Служение, как сказал Спаситель, никто больше любви не имеет, кто жизнь свою отдаст за ближних своих. И это отдание жизни не только смерть, это отдание жизни, это полное подчинение себя вот этому служению, делам милосердия, вот этому служению Церкви Божией. То есть отдание своей жизни не единовременно, это постоянное отдание, постоянное себя посвящение Богу. Еще вот это посвящение Богу на самом деле, это не дело только монахов, это не дело только клира церковного, это дело каждого христианина. Потому что если мы внимательно читаем Писание, мы все знаем, что мы в крещении, а крещены мы все христиане, мы умерли для греха и родились для жизни вечной. А жизнь вечная это, вот, как говорит сам Господь, пищей и питьем, это створю волю Отца Небесного. Вот этой пищей и питьем да будет у нас всегда в руках наших, в разуме нашем, в сердце нашем, дабы мы творили волю Отца нашего Небесного, творили волю Святой Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, и же держал поклонение, благоговение, молитва подобает всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ходить ко кресту. Христе Боже наш, и Тебя поедется Твоя веки, аминь. Владыка Христе Боже, целиков и свидетель всех, благодарю Тебя всех, я же Христе подал погиб, и очищение причистых, пришпорящих от таинств, молю Бога Тебя, блаженных полюбча, сохрани под полом Ты, все небесами Твоею, и дай нам чистую совесть, так что последний как было дыхание, достойно причащать со святых грех, последний духовную жизнь вечную, и будь их нет живота, источник святыни, понятен благих, и славу высылаем со всем Святым Духом, ныне и присно веки веков, аминь. Давай пищу мне плоти и волю, область и обряне стороны, да не опалишь меня, свидетель мой, пальцы пройди голода моя, восхриставлю в сердце, и боли терни всех этих решений, душу очисти, среди мышления, слава Христа. Всего Господь, Вечно во Христе, люди же сохрани меня всякое дело, свое мышление, системы,